Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодняшний герой нашего выпуска – заслуженная артистка Республики Татарстан Рима Агзамова. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Доброго дня суток всем. Хайырлы көннәр, хайырлы сәгатьләр барыгызга да. Рима, откуда вы родом? Вообще я родилась в солнечном Узбекистане. Но мои родители познакомились там в свое время, и когда мне было 1,5 года, они переехали на родину отца в Башкортостан, Альшеевский район, деревня Ганиямак. Как вы начали свой творческий путь? Расскажите о своем творческом детстве, где вы учились, где работали. Мой творческий путь, он не совсем похож, наверное, чем у остальных, потому что первое мое образование, первая моя деятельность, это совсем не связано с искусством, с творчеством. Первое мое образование – это авиационный техникум имени Пальмиры Тольятти, Уфимская. И вот там, проучив 3,5 года, я по распределению поехала в город Омск. Вернее, нас отправили 7 девчонок, совсем юные. Как в названии башкирского танца «7 девушек», вот точно так же мы всемиром поехали в город Омск по распределению и на завод имени Баранова, Омское моторопроизводственное объединение имени Баранова. Сперва работала в ОТК, в отделе технического контроля, а потом уже через 1-1,5 меня перевели, еще одну мою коллегу, сокурсницу, перевели в техбюро. Работать технологом, работать с технологиями уже непосредственно. И
Не скажу, что это было легко. Очень даже вот работа была ответственная, такая техническая. Завод, он сам по себе такое место, там все серьезно и все ответственно. А что производил этот завод? Ну, в основном само название говорит моторопроизводственное объединение, но наш цех сборочный, он являлся как бы производителем товаров народного потребления. В техбюро эта работа была еще сложнее, еще ответственнее, потому что меня поставили ведущим технологом определенного изделия уже конкретного. И приходилось даже поехать в командировку вместе с мастером уже в Белоруссию, так как ранее это изделие было произведено там. И за опытом, за чертежами, оснастки, оборудования всего нам пришлось через весь Союз из Сибири до Белоруссии вот такую длительную командировку. Но, естественно, такому юному технологу в то время, совсем уже неопытному и даже, может быть, робкому в то время, помогали очень многие. Вот там вот я первый, как нигде, наверное, ощутила плечо поддержки, плечо опоры. Даже вот в то время, когда каждый день приходилось ходить на оперативки, это как бы планировки у нас вот называется, к начальнику цеха, как и любой, отвечающий за свое изделие. И приходилось, бывало, и краснеть, и поощрения какие-то выслушивать, похвалы. Но было всякое. И потом, чтобы утверждать свою технологию, приходилось нести все это грамотно, писать, грамотно все это распределять, план участка, главному энергетику на утверждение, главному инженеру завода, главному пожарнику, главному технологу, всем, какие инстанции есть, до того, когда начнет твой участок работать и твое изделие производиться. В то время, когда вот я работала именно вот на этом заводе, мне предложили, уже работая в техбюро, будучи технологом, получить высшее образование, потому что как бы мне сперва присвоили третью категорию, потом повысили на вторую категорию, а чтобы получить первую категорию техника-технолога, нужно было высшее образование. Мне сказали, хотя бы поступи, и заочно вот. Я пошла там в одну из технических вузов, в один из вузов в Омске. И вот ходила по коридорам, ходила, все рассматривала стенды. И вот в этом коридоре именно как бы произошел такой переломный момент в моей жизни, в моей голове, можно сказать. И я там точно поняла, в дальнейшем это не может моим быть продолжением моей жизни. И когда я уже ушла оттуда, не заходя, где документы принимают, и уже вышла из стен из этого института на улицу с таким облегчением, что я сделала решительный выбор в своей жизни. А что дальше будет, еще я конкретно не понимала, но понимала, что я здесь больше не останусь в дальнейшем, что это дальше моим быть не может. Как так получилось, что вы выбрали профессию такую далекую от творчества? Да, совсем получилось, как бы, может быть, возможно, несколько неожиданно даже вот этот, но сперва я хочу рассказать о том, что у меня были вот эти увлечения с пением. Я с малых лет, с детских лет, внутри себя, даже, может быть, никому не говоря об этом, я пела, там, тайком от других, наверное. Так я росла. А вообще в детстве, вы, может быть, не поверите, даже не пение было моей мечтой. Я была влюблена безумно в дикторов телевидения.
будь это башкирское телевидение, будь это центральное телевидение, там, будь это какую-то сказку, вот передачу вела Валентина Леонтьева, например, в то время мы прямо с нетерпением ждали эти моменты раз в неделю. Будь это ведущие новостей, там, центральное телевидение, или вот башкирское телевидение, Найля Галютдинова, мои кумиры были кумирами в то время, или Лира Файзуллина, Фарид Бекбулатов. Я была безумно в них влюблена. Я даже вот брала любое издание, газету, журнал там, а их у нас дома было предостаточно, так как у меня мама работала всю жизнь почтальонкой. И вот когда дома никого нету, я садилась перед зеркалом, я представляла себя диктором и громко читала вот по-русски, по-башкирски даже вот книги, журналы там. И поэтому это мне в некоторой степени помогало, наверное, изучить и русский язык. Как-то в то время в сельской местности же это все это начиналось только в первом классе, а не так, как уже дети умеют в 3-4 года уже читать вовсю. Но мне это все это помогало очень здорово. Ну вот такое у меня было увлечение в начале. А талант к пению от кого перешел, как думаете? У вас есть родственники, которые поют с такой же красивой мелизматикой, как у вас? Да, хоть и мои родители не совсем одабривали мои увлечения пением, но сами они пели очень красиво. Я даже вот чисто для себя однажды делала открытие такое, была приятно удивлена, когда моя мама, вернее, когда у нас были гости, ее попросили спеть. И вот она так робко начала петь. И такой вот приближенный к колоратурному таким голосом, как бы не сильным, но так чисто, так вот как бы манлы, как мы говорим. Я была так удивлена, я тогда первый раз услышала свою маму. А потом уже как бы сверстники отца сейчас уже даже говорят, что у меня папа очень красиво пел. Я и сама слышала, но редко он как бы себе позволял петь. У него тоже такой вот ближе к баритональному, такой чистый, хороший, красивый голос был. Он всегда пел, любил петь «Сарман Буйларын», да? Вот так есть от кого унаследовать, было от кого, как говорится, голос, маму, мелизматику. Да и потом уже со временем вот это башкирское радио постоянно играло, там знаменитые певцы, вот Фарида Кудашева, Магафур Хисматуллин в то время, я вот Рустам Маликов в то время у нас вот в Башкирии вот работал, и часто передавали записи их знаменитых вот этих. Это, наверное, в меня все вот это слухом передалось уже. Да и наша природа такая удивительной красоты, пейзажной, где наше село находится. Башкирская природа, вот эта река Дема. Ну и в дальнейшем, конечно, уже у меня со школьных лет, наверное, начались уже систематические выступления на школьных мероприятиях, потом на мероприятиях сельского масштаба, там в клубе, новогодние праздники. Ну а вообще все сельское такое признание я получила уже где-то в классе, наверное, в 5-6, выступив на Сабантуе и с песней «Юрузань». Вы, наверное, все знаете эту песню. Вот «Юрузань, Юрузань, купне курган, купне кишерган». Вот с этой песней я как бы получила в деревне своей знаменитость. Уже на улицах все уже как бы узнавали, все подходили, останавливали, если встречи, в магазин пойду, там, ой, ты так красиво пела, ты, оказывается, так поешь, там, меня это как бы немножко вот духовно я стала себя чувствовать более, да, вдохновилась, меня это вдохновило, я стала раскрепощеннее немножко, наверное, и внутри, может быть, даже гордилась маленько уже. А потом были участия на 9 классе, я ездила в Уфу, меня отправили как бы на конкурс имени Газиза Аль-Мухаметова.
республиканский конкурс молодых исполнителей. И мне там дали рекомендации пойти на прослушивание в Уфимское училище искусств. Но я тогда туда не пошла. Видимо, все-таки я строго выполняла и подчинялась указаниям, пожеланиям родителей. Ну, как бы, или думала, что все равно этому не сбыться, не осуществиться, все равно не одобрят. Вот тогда было так. А в дальнейшем уже как бы моя вот эта творческая деятельность, это встреча с публикой уже с более такой на больших сценах и более большого масштаба количества зрителей у меня продолжалась уже в городе Омске, когда я работала на заводе, и судьба меня свела, так получилось, что я узнала там, что работает татаро-башкирский ансамбль «Умурзая». Это где-то в начале 90-х годов. И вот я пошла туда, думаю, схожу, прослушаюсь, пойду. И вообще, кто туда ходит, кто там есть. Меня туда приняли, как бы скажу, что с удовольствием. Я там солировала всегда. И в какой-то степени мне даже пришлось осуществить свою детскую мечту. В какой-то период я там вела концерты даже. И вот такая работа, вот такой омский период у меня был. Как судьба привела вас в ансамбль? Вот когда я ходила на концерты, участвовала на концертах ансамбля «Умурзая» в Омске, как-то однажды меня отправили на конкурс «Татар-жара», татарской песни в Казань. И вот после конкурса я там завоевала приз театра песни «Салават», специальный приз мне вручили еще вот. И я пришла, раз уж приехала, думаю, из такой дали в Казань, как-то я взяла и пошла в Казанское музыкальное училище. И это было апрель месяц, еще до поступления вступительных экзаменов было время. И я чисто пошла, как бы, можно сказать, на разведку. Вообще, что это, где это находится, вместе с представительницей с Управления культуры Омской области. И вот когда я зашла в это удивительное здание, оно какое-то вот манящее вот к себе, как только зашла, она меня как-то вот обворожила, и у меня внутри что-то вот ёкнуло. Я вот даже вот могу сказать точно, вот у меня мысль сразу, я здесь буду учиться. Да такая уверенная мысль. И, наверное, это интуиция была. И, в общем, летом я уже в этом же году приехала, поступила в это музыкальное училище. Училась я в классе заслуженного работника культуры Клавдии Захаровны Щербининой. Здесь я встретилась с Венерой Хасановной Гараевой, с народной артисткой Республики Татарстан, с главным дирижером государственного ансамбля песни и танца на тот момент. И вообще наставником, с хорошим человеком, добрым человеком. И сүзләребез дуга булып барсын аның рухына. И многое я получила. И жизненного, и в стенах этого училища, и профессионального. Все, что сейчас я имею, все, что какая база в меня вложена, я получила вот в стенах этого училища. Особенно вот татарское, народное, вот фольклор от Венеры Хасановной. И хочу сказать уже то, что вот перейти, вот плавный переход такой к песне «Сакмарсу», который вот по сей день является моей визитной карточкой, как бы лейтмотивом до сегодняшнего дня моей жизни. Вот я узнала впервые от нее. Вот когда мне она дала эту песню, вот ноты, я сперва как бы, говорят же, скелет, вот костяк вот в меня вошло. Я сперва ноты изучила. Не сразу я стала ее петь. Потом она во мне стала зарождаться постепенно, постепенно. И само собой стала петься, уже сама даже этого не осознавая, уже какими-то соответствующими мелизмами, уже из моей глубины
выливаться, она порождалась вот постепенно. Видимо, вот для этого всегда всему в природе нужно время, чтобы родиться по-настоящему. Потом уже остальной репертуар, остальные песни, Зульхижа, там, Бедреатал, Салкан Чишме, многое-многое. Вот так я попала в ансамбль. В то время у меня сыну было 2 года. Вот сын рос уже. Бывали ли моменты в жизни, что вам хотелось обратно вернуться работать на завод? Всякое, конечно, в жизни бывало. И трудные минуты, трудные моменты. Они есть у всех, у каждого в той или иной степени. Но вот так прям, что отсюда бежать обратно на завод, такого уж не было, конечно, Аллаха шукр. Но скучаю по коллегам, тогдашнему коллективу. Очень добрый, отзывчивый коллектив был, многонациональный коллектив. И здесь тоже всяко бывало. И моменты разочарования, минуты, когда что-то не получалось. И тогда уже и с ребенком, вот мне пришлось его вырастить одной сына, приходилось и с собой брать, и оставлять негде было, некому, родственников тут рядом практически в то время не было, родителей в Башкортостане. И, в общем, даже в одной из поездок он у меня выбежал на сцену во время выступления. Видимо, тогда уже его неосознанно тянуло на сцену. Теперь уже он сам выбегает на сцену, только будучи артистом, солистом балета, театра оперы и балета города Казани. Были трудности, да. Но я нисколько не жалею, через что бы я ни проходила. Все это того стоило. То, что сейчас я имею, что у меня сейчас есть, вот это творчество, вот этот ансамбль, мои коллеги, и всем я благодарна, всем вот, и руководителям, то, что у меня такая тут есть возможность выступить, вот, какую-то свою лепту внести, то, что вот и сын пошел по этой, наверное, тропе, это есть какая-то доля вот этих моментов, вот этих периодов, то, что он рос как сын полка, тоже в ансамбле. Ансамбль явился для него как бы тоже родным домом своим, и с нами ездил.
Рима, спасибо вам за интервью. Ваши пожелания нашим зрителям. Я хочу пожелать в наступившем новом году здоровья прежде всего семьям, всем своим близким, родным, знакомым, всем, кто поддерживал меня все эти годы в моей жизни, коллегам, нашему руководству, руководителям, добра. И самое-самое такое вот все, кто хочет в данный момент, это мира, еще раз мира, творческих успехов, любви, уважения друг к другу, всего-всего хорошего, самого наилучшего. Спасибо. С Новым годом! Яңа еллар белән сезне барыгызны да.